У нас в Казахстане государственных два языка. Это русский и казахский. Он нам первый раз, когда нам попался, он нам говорит, говорите по-казахски. Мы говорим, у нас в Казахстане два государственных языка. А вы по-казахски умеете говорить? Или вы, мы понимаем, но мы не говорим. Хотя, по сути, казахская земля – это русская земля, по сути. А что получается, вот это то, что говорил исконно русские земли, это то, что подарено Казахстану, правильно? Да. В государстве два языка основных, это русский и казахский, то есть везде, даже на всех магазинах, везде написано на казахском и на русском языке перевод. Мы тут родились, по сути, наши это наша земля, да, наши бабушки, прабабушки говорили на русском языке, мы говорим на русском языке. Слушайте, а если бы вот вы собираетесь в Германию уезжать? Я думаю об этом, что меня... А как? Там надо будет немецкий язык учить. Вы будете немецкий язык учить? Мне придется. Да. Мне нужно будет выучить. Так, а зачем? Вы похерили казахский, зачем вам в Германии немецкий учить? Ну, потому что в Германию мне надо ехать, мне нужно сдать экзамен на немецкий. Почему казахи знают и русский, и казахский, а почему вы не смогли так же, как казахи? Казахи, казахского не просто знают у нас в школе преподавали как основной язык, вот с 1 по 9 это русский, а казахский это был дополнительный. Казахи приезжают с сел, с аулов, они не знают русского, и за год специально для вас изучают. Почему вы так не можете? Потому что у нас основной язык идет в школах русский. Можно я сейчас скажу? Смотрите, я работаю, допустим, в государственной клинике платной. Администраторы есть русский администратор и казахский. Допустим, если приходит человек, который полностью не знает русского языка, он обращается ко второй девочке. Я, как ваш пациент, к вам никогда не попаду. Почему? Нет, сидят два человека на русском и на казахском. Но вы должны спросить меня, болит меня зуб или не болит? Что-то меня беспокоит или не беспокоит? Сплюньте, сходите. Есть. На казахском все хорошо. Как, если вы не знаете? Нет, два администратора сидят на рабочем месте одновременно. Два человека. То есть работодателю нужно нанять двух людей, да. потому что вы не знаете госязыка. Вы меня тягаете по разным администрациям, говорите, я тебя не буду обслуживать, потому что ты казахоговорящий. У нас два админа одновременно сидят. Хорошо, мне как работодателю нужно нанимать два админа, платить две зарплаты из-за того, что вы не знаете госязыка. Помимо